Endi пока. Azal yana. Еще раз. Болды тесе. Енді Усман. Ты нам это, отправь деньги чуть-чуть. Дайте. Ну, у вас же есть деньги. Ой, тесе. Где моя зарплата? Я не знаю, где твоя зарплата. Сказали, наверное, половина косметологов уже знаем. Половина косметологов мы посетили уже. Косметологические салоны, да. И везде, что хочу сказать, да, бешеные цены. Я не знаю, откуда эти цены берутся. Я не знаю, может быть, действительно препараты вот это очень дорогие, да. Но за чистку лица 6 тысяч отдавать, да, это просто грабеж какой-то. Просто выдавливать. А что тебе там выдавливают? Я не знаю, там она какие-то маски поделала, пилинги всякие. Маска, пилинг, ну ладно, допустим, маска, пилинг и один прыщ выдавили. 6 тысяч. Откуда такие цены берутся? Я не знаю. Ну, блин, это же вообще капец какой-то. 6 тысяч. Выдавить один прыщ, сделать маску и пилинг? Я не знаю, может, я что-то не понимаю. В одну косметологию пойдешь, да, этот косметолог предыдущего обосрет. Потом пойдешь в третью косметологию, он еще предыдущего обосрет. Все друг друга обосрут и говорят, что неправильно вообще вас, как там, лечили ваше лицо, ухаживали за вашим лицом. Этот уход неправильный, а вот мой правильный. И вот кому теперь верить? У нее проблемы с прыщами. Чуть что не так, у нее прыщи лезут. Ничего, или нельзя было про прыщи рассказывать? Нет, это не реклама, но, наверное, самая стоящая клиника, где я была, это все-таки была Космет. Это моя первая клиника, где Ты лечила прыщи? где я вылечила акне и вывела его в ремиссию. Вот. Но потом я решила работать с постакне и решила пойти в другие клиники. Я буду патологоанатомом. Патологоанатомы бухают с утра до вечера. Что, правда, что ли? Да. А вдруг они обидятся? Но это неправда, на правду не обижаются. А почему они бухают? Ну, наверное, не хватает живой души в работе, какой-то живинки не хватает в работе. А гинекологи? Гинекологи не бухают. Гинекологи не бухают, доктор. Так что приходите в эргоклиник. У Рустама Робертовича никакого патологоанатома, не подумайте. Тут только первоклассный гинеколог, доктор. И какие у нас еще врачи есть, Рустам Робертович? Какие у нас тебе это? Кардиолог, дерматовенеролог, дерматолог, Дерматовенеролог? венеролог. Очень большой процент сифилиса сейчас у нас в республике. Правда, что ли? Да. Почему? Ну, почему? Потому что все живут половой жизнью. А что, а раньше был маленький процент? Был ниже, да. А с чем связано, почему увеличился? Наверное, все-таки какой-то активный период пошел. Что вы там активничать начали? Что аж сифилис появился? Уфаламах-то. А как вообще вылечивается, нет сифилис? Или он остается в организме? Остается. Естественно, вся острая фаза, она пролечивается, но он с вами на всю жизнь. И что, и как всю жизнь его лечат, что ли? Поддерживают? Нет, зачем? Просто потом контроль анализов и все. Да? Дедушка Ленин умер от нейросифилиса, потому что вовремя его не вылечил. То есть в головной мозг может попасть. И... Ленин? Ленин от нейросифилиса. Он что, от кого подцепил, интересно? Дедушка Ленин был очень активный мужчина. Да? Да. А как узнать, что у тебя сифилис? Вот первые признаки. Давайте РВВ. Первые признаки какие-нибудь есть, наверное? Есть, конечно. Какие? Розовые пятна на спине и твердый шанкар на половых органах. Шанкар, что такое? Шанкар – это место внедрения бледной трипанемы. Что это? Я вообще Не ничего не... видели сифилиса? Что это? И шанкар как выглядит? Ну, как мозоль. А, мозоль появляется. Видели, что у вас там на половых органах? На половых. На половых органах появились мозоли. Вы не думаете, что у вас там вы натерли от бурной жизни? У вас это значит признаки сифилиса, доктор. Вот так вот. И розовые пятна на спине, это именно Рустам Робертович это. Так что будьте аккуратны. Сдавайте анализы, Инянбаштара. Чаще. Кто живет активной бурной жизнью, ночной, сдавайте почаще анализы. Вот в РГ-клиник, между прочим, махом анализы сдадите полностью, полный чекап пошли. И РТГ уже будет все известно, что у вас там. Да. Да. За прошедший год 1500 новых случаев СПИДа. А сифилис по сравнению со СПИДом это насморк. В смысле, получается, и СПИД сейчас больше стал, что ли? Да? Да. А это с чем связано? Тоже с активной жизнью? Да. Причем СПИД вырос именно передачей половым путем. Не через кровь. То есть раньше же это как бы мы считали, что наркоманы в основном СПИДом болеют. А именно сейчас половой путь.
женщины 30-40 лет является источником СПИДа. Да. Блин, короче, прекращайте половую жизнь. Самый лучший совет. Зульфия, что там у тебя еще есть? Тут, короче, Зульфия сидела, кушала, мы ее выгнали. Зульфия, что устраиваем мы? Эй, Дарина, утраша. Давай, утырни меке, не кофе, сен деки. Ну, подожди, мы на элемент я утраним. Смеешь какой ты. Давай, угощай. О, короче, нас вот тут угощать чем-то. Даже холодильник так бар. Давайте, карайганы, эргеклиниктен холодильнигинде неме бар? Ой, ма. Ой, нифига себе, это вот на холодильник полный, эй, кыздар. Офигеть, даже кофемашиналары бар, представляете, на кыздар. Ой, как у вас уютненько. Варенье кушаете, да? Нет. А зачем вы варенье кушаете? Там же сахар. В смысле, вы вообще сахар не едите, что ли? Нет. А почему? Все, это же это. Что это? Яд, что ли? Ну, не яд, но это вредно. Нифига не вредно. Так, О, Зульфия, ну ой, мама машает. а кофе еще добавлять надо на клетку. Карты будет кем харагали? Что из харагали? Нормально. Все вы скупсияс. Все, сейчас вот купсе. Там снимается вообще. Серьезно, что ли? Ну ладно, что? А что такого-то? Сейчас купе. Ты заметил, что у меня бородки нет? Ну, я тут смотрю, что-то не то. Что-то другое, да. Рустам Роберт уж, оказывается, бороду сбрил да так. Да. А можно рассказать, да, что вы разбились, нет? Нет, пока не знаю. Нет, да? А я хотела вашу рубрику «Таны Шеф» выложить. Ну, Холостой, богатый врач, кому нужен? Но еще рано, это нельзя говорить. В процессе. Сейчас опять мне будут писать, что я объела этот медсестер. Ты говорила, хоть мне тоже и не можно, можно я съемчик. Потом, знаешь, мне сколько писали? Говорили, что вы объедаете медсестер, они из дома на обед себе принесли, а вы сожрали их еду. Еду всегда можно найти. Можно сейчас самокат заказать, можно на бумнан или балырга. В любом Да. случае. Вообще еду жалеть нельзя, особенно мне. Любовь это, знаешь, Зульфия, быстро проходящая. С любимым рай в шалаше. Долго не протянешь ты с любимым своим в шалашике, блин. Был шалашикта меня едетик, яшәп аткан бугымы, ышкан кеше яшәй, тырышмаган кеше, шалашта яшәй, урында яшәй. Короче, в тот раз я рассказала то, что у меня начался климакс, и то, что вот Рустам Робертович мне начал колоть уколы, которые, как бы сказать, что они делают-то? Продлевают мою молодость, не останавливают климакс, а продлевают мою молодость. И, кстати, вот что хочу сказать, укольчики мне начали помогать, действительно. Но я почувствовала в том плане, ну не буду говорить в каком плане, либидо повысилось, вот это хочу сказать. Про этот климакс, когда я рассказала, да, столько я негативных сообщений получила. Люди там начали типа писать: как вам вообще не стыдно рассказывать про это, про климакс? Про это никто не рассказывает, это очень стыдно, это личное, это интимное. Вы что, с ума сошли? А что тут такого, я не могу понять. Геморрой, да, тоже рассказывают люди, и тоже что-то начинают хейтить. Про сердце, про печень рассказывают, значит, можно, да, про почки, про мигрень свою там. Про такие болезни, значит, можно рассказывать? Климакс, это вообще капец стыдно, про это вообще никто не говорит и нельзя говорить. Что за ерунда вообще такая? Я считаю это нормальным. А что? Всех женщин постигает климакс. Прошли рядом с нашей квартирой. Вот в этом доме наша квартира. А вот здесь вот планета. Я миллион раз говорила. Азалия до сих пор не может дождаться, когда начнется ремонт в квартире. Она хочет переехать в город. Но мы еще никак не можем начать ремонт, потому что мы еще не выбрали подрядчика, не выбрали команду, которая будет делать ремонт. Мы сравниваем цены. Я вам обещала рассказать, сколько мне насчитали. Вот я сейчас скажу. 5 миллионов 600 тысяч насчитали. Ремонт в трехкомнатной квартиры с мебелью, но без техники. И мы, короче, решили сравнить цены и решили с другими подрядчиками тоже вести переговоры. И вот сейчас мы нашли троих. Короче, одна команда таджиков. Ну, блин, они самые дешевые, между прочим, делают. Они такую смешную цену назвали.
что даже Альберт не поверил. Альберт же занимается строительством, и он такой говорит, быть таких не может цен. Тут какой-то подвох. Другая команда, короче, башкорт-татар команда. Вот, они, короче, нормальную цену насчитали. Вот как раз мы на этой неделе должны с ними встретиться. Посмотрим, они какую сумму назовут. Ну, а вот эти вот команда, которая делает дизайнерский ремонт, я их еще рекламировала раньше, у них, конечно, на самом деле ремонты очень крутые, офигительные, качественные, очень хороший ремонт. Но мы такую сумму просто не можем сами потянуть, поэтому мы пока от них отказались. Ты знаешь, сколько стоит вот эта картошка Янбаше? Сколько? Не угадаешь. Дуртюзгум. Че ты карту суешь? Представляешь? А посмотрим, стоит того, нет? Баташ был не мол. Сыр. Мне буду ланька туда. Ну, 400 рублей, конечно, дорого. Хотя картошка огромная. На двоих хватит. Нормально. Вкусно. И очень интересно. Как думаешь, мясо не кенгурятина? Че мясо? Не кенгурятина. Во многих кафе кенгурятину дают же. А люди думают, говядина и едят. Ты не знал? Мне кажется, кенгурятину привозить намного дороже, чем Нет, куда? Детский садик даже привозили кенгурятину, я же знаю. Что? Да? Сейчас это депортируют нас. Нас? Да. Придумал. Ну, мы раскрываем их секреты. Пускай знают. Реально? Да, мне даже потом повара писали из всех дошкольных образовательных этих столовых, что им тоже привозят кенгурятину. Что они готовили. Сейчас не знаю, но раньше так было. Чем вкусно? Да. Я ела крошку-картошку, а Азалия китайскую лапшу. Она вообще тащится по китайской еде. Прямо любит всякие лапшишки. Мама, ты японская. А? Японская? Японская лапша. Как называется? Чистим карму называется. Мында лапша ашатып, кармағыда таратып шығарылады. Ждать будет здорово. Ты его сделала это, как я просила? А? Нет. Ой, Лер, по башке сейчас настучу. Ой, инем башы. Бұл капты сәсілену. Ёпарасоты. Разве можно пирожки с такого делать? Это мы не пирожки вообще-то будем делать, а пиццу. А, ой, пиццу, да. А что нельзя-то? Эстиген. Ну-ка. Ёпарасота. Сегодня в эфире рубрика «Темле Тамах». Сегодня я вас научу готовить по детсадовскому рецепту пиццу. Очень быстро готовится, моментально готовится. Я делаю пиццу из 2 сортов колбасы. Из вареной и из копченой. На этот раз вареная колбаса урна у нас вот такие вот сосиски. Вот эта сосиска, вот смотрите. Сосиски и вареную колбасу пропускаем через крупную терку. Через крупную терку мы пропустили копченую колбасу и вареную колбасу. Вот так получилось. И также сыр. Немного здесь мы сыр положили. Еще я мелко нарежу помидорчики. Но можете класть помидорчики, можете нет. Кто как любит. И вот эти помидорки все отправляем в массу пиццевую. Где майонез? Колбаса, сыр и получается вот такие мелко нарезанные помидорчики. И сейчас все вот это зальем майонезом. И потом суем свою грязную руку. И все это массу мешаем. Исследования показывают, что интеллект ребенка в большей степени зависит от интеллектуального уровня матери. Учеными из университета Глазго было проведено масштабное исследование более 12 тысяч детей. И результаты показали, что именно IQ матери является наиболее точным предиктором уровня интеллекта ребенка. Это объясняется особенностями генетики. Через сколько она приготовится, интересно? За 5 минут приготовится. Это пицца быстроминутка называется. Вообще моментально готовится. Все, вот так шап-шоп. Размазали. Кетчуп. Ложите. Вот так вот. Шап.
вот эту вот массу, тут много. Для пиццы, которую мы приготовили, все. Вот так вот все размазываете его. Во, прямо руками шап-шоп, прямо. Чем вы шап-шопие делаете, тем вкуснее он будет. Вот. Вот, смотрите. Что ты начинаешь готовить? Вот такой вот Дуфтар бардак. Везде мусор, вот. Хлам везде. Я гений кулинарии. А что, я не гений, думаешь, что ли? Тайцам оценки можно только позавидовать. Вот именно, Азалия. Вот как ты себя любишь, так как к людям ты себя преподнесешь, так и будет. Там даже нарциссы отдыхали. Это у нас второй лист Дуфтар. Это у нас на 3 пиццы. Вот. Тоже здесь размажем быстренько. Потом, короче, вот так вот сверху майонеза ложить итәбез. И қалақман размазывать итәбез. Великий башкирский язык. Ложить итәбез, размазывать итәбез. Вот. Тут у нас мы очень мало положили, как там, сыра, потому что мы сыр попозже еще положим, когда пицца почти уже приготовится. Так будет вкуснее, Дуфтар. Но если вам лень, то можете сразу же пиццу положить. Все, Дуфтар. Вот. Первая пицца готова. Отправляем ее в духовку. Выпекаем при температуре 180 градусов. Это что за языческий ритуал? Ручки делаете, запоминаете. Так. Тогда насчет следующих занятий давайте с вами спишемся. Ладно? И сегодняшние скороговорки я вам отправлю, не забуду. Хорошо. Что это было? Занятия по этому. Почему? Ораторское искусство. По языческому обряду? Че, как тебе нравится? Да, Да? да. И чему научилась-то, расскажи хоть. В смысле, ну я скороговорки рассказывала. Ну-ка давай какой-нибудь скороговорку. Шит колпак, да не по-колпаковски. Вылет колокол, да не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. А я тоже скороговорки знаю. Хочешь, расскажу? А давай ты мою попробуй скороговорку тоже проговорить. Давай. Это когда я училась в техникуме культуры, скороговорки тоже. У нас же тоже была сценическая речь. Вот, смотри. Карамала. Блин, подожди. Подожди. Карамала аулы. Карамала аулы караканидзинка. Ну все, блядь. Мне язык одубел. Сейчас я заново попытка номер 3. Сейчас. Карамалы аулы карагайнидзинга сана карамалаттарға бергенім. Карамаланы мекен, карамаламаны мекен. Карамалахала, карамаламахала, қарап қына алып қайтали. О! Видал? А ну давай повтори. Ты нормальная? Я даже не знаю, как я ее Да? повторю. А это что такое? Что за фигня? Это пробка. А что, как занимаетесь? Ну-ка покажи. Шить колпак, да не по колпаковке. Вылет колокол, да не по колоколовке. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоковать, перевыколоковать. А это для чего? Чтобы дикцию развивать. Смотрите, Дуфтар, вот такая вот пицца получилась, да. И мы сейчас на нее еще сверху положим немножко сыра. Буквально немножечко вообще. Вот так, чуть-чуть только, чтобы вкусно было. Были мясишки. Вот. И потом обратно засунем в духовку. И она будет офигительная вкусная пицца. Когда уже почти приготовилась, вот так можно добавлять. Вот. Все. И сейчас мы ее обратно засунем. И буквально минутку подержим, когда сыр растает, и уже можно вытаскивать. Давай, оцени пиццу. Вкусно. Ты один маленький кусок ему. Камеру бешкен могу. Да? Нет, что ли? Сырой турн. По-моему. Честно вкусно? Угу. Ты что меня пугаешь? Холодно. Давай прыщ замажь. Почему всегда в этом месте у меня прыщ выходит? Во лбу звезда горит, Мимбаш.
Нифига он есть. Ты подожди, ну прям сильно ты уже не замажем, потому что он же у тебя красный прямо. Нет, замаш-то его не видно было. Потому что вообще не видно было. Ну по-другому никак, ну хотя бы не так сильно видно. Не надо было его расковырять. Если бы ты его не расковыряла, мы бы его замазали так, чтобы его не было А видно. может тоналкой замазать? Нет, ты сейчас поверх тоналкой еще замажешь, вообще ужас будет. Да. Вообще, ну так сильно. Ну, мой папа говорит, чтобы я за рулем поехала, и нямбаше. Как я по городу за рулем буду ездить, я не знаю. Что, до Шакши на такси не можем добраться, что ли? Анда уақыттылар машинаға береміз. Мне надо повезти папамды и аның арақыларын. На твой выпуск. Все, что могла, замазала. Ресницы, наверное, расчесать же надо, и нямбаше. Кто так расчесывает? А кто? Я? Вот так сказали расчесывать, между прочим, мастера. Весь мини көтелер бұлар, салам айдар. Весь кейінішіп алғандар да. Ну потому что мы уже на 40 минут опаздываем. Альберт мынау часовой ма уже ері күте береді. Мына кейхан көрейін әлі біреу да еу маған. Мен қарайлы вообще-то стористар халды менің башы. Мен не сидела и там ничьи гоняла. Просто жиылмаған деген айтам енді. Онда әбелдер түгіл деймін. Әбелдер, қара, әбелдер. Что ты имеешь против әбелдер? Қарай. Ну, потому что всегда опаздывают. Әбелдер. Ну, Думаешь, әбелдер гена опаздывает, что ли? енді Риманар бір сағат алдан келе. Сағат уже алтыда барып тұрдылар енді. Абдулин Идар Азатович! Коммуникабельный, эмоциональный, порой экстремальный защитник, танцор, целительный, дипломатичный, энергичная, добрая и фееричная, известная, неповторимая Азалия Альбертовна, неподражаемая, милая, неповторимая, интересная, утонченная, целеустремленная, премудрая. Шарипова Аделина Азаматовна, безупречная, тактичная, симпатичная. Кто пришел просто покушать? Я. Вы просто смотрите. Максимально синхронно. Шашалак не Я считаю, что мы сегодня познакомились.
что я здесь нахожусь. Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Но если хочешь петь, то пой со мной. Моя к лицу, кайфуй, кайфуй. Все получится, поверь, само собой. Молодцы, 9 класс, чувак! Короче, слушай историю. Сейчас мы сидим за столом, да, возле Аниса Асхатовны сидит женщина в очках. Это у Ляйсян спрашиваю, Ляйсян, говорю, а кто это женщина в очках, говорю, такая, в возрасте, говорю, это чей родитель, говорю. А Ляйсян говорит, которая? Я говорю, вон та. Она говорит, ты что, дура, что ли? Говорит, это же это, Нурия Мухаммедовна, наш классный руководитель. Представляешь? Я даже ее не знаю, блин, прикинь, как она выглядит. Решила сделать сюрприз детям и позвать нашего знаменитого артиста Зайниддина, чтобы он спел свои мега крутые хиты. Вот как раз он едет, Ухтар. Что хочу сказать про Зайниддина. Вообще такой человек, да, с большой буквы, я считаю, потому что, прикиньте, на мою просьбу не отказал. Вот это было очень удивительно для меня. Селем. Менің отпуск просто, мен Эй, рахмет, что менің отпускыңда, блин, бақытыңды нетіп келіп еттің, ей. Ялыдан бүгін. И рахмет. Мына көрдіңіз ме, достар, даже ял еткен вақытында да мына не отказал мне, представляете ме? А несколько артистов мне отказали. Инде кет шунда бір орын бар ошында. Несколько артистов отказали. Нет, ты чё, говорит, бекеме, бетуглей, былай. Мен Зайниддинге вообще ялмайным. Мен ойдаймын бетенде, что такого уровня артист, думаю, откажет. И прикиньте, думаю, тухта ялып қарайым әлі насчет, вдруг мне там повезет. Воспользоваться случаем, возможностью и задать пару вопросов Зайниддинга. Как вы все знаете, Зайниддин решил резко уйти со сцены. Отпуск взять на 2 года. Что я тебе дал? Со сцены не ухожу. А еще куда ухожу телему? Мен отпуск алам. Я беру отпуск на 2 года. Перерыв телему. Перерыв. Ага. От концертов. У меня 2 года не будет кассовых концертов. Угу. И вот эти 2 года я планирую заниматься творчеством, писать много песен, выпускать, снимать клипы. Буду делать новые шоу для того, чтобы через 2 года сделать уже большой концерт, например, в Уфе, уже с новым шоу, с новым веянием, с новым вдохновением. Потому что когда ты постоянно выступаешь, такая как-то вот удиңа уже ялката башлай. Удиңнің программа. Удиң ары башлай. Одно и то же каждый раз. И сейчас я в отпуске, отдыхаю. Мы уже начали писать новый альбом, поэтому Алла Берха буду радовать новыми песнями, новыми композициями и новым творчеством. Ага. Еще меня считаем, что я нанял нового продюсера себе. Московского какого-то мажорика. Вот, Асыму. Сын, сейчас я работаю с продюсером московским, это Антон Пронин, это тот человек, который работал с такими артистами, как Глюкоза, Гуф, Руки Вверх, Многоточие и очень многие артисты. И вот мы с ним договорились и начали вот как раз-таки, начав работать с ним, мы решили, что нам нужен отпуск, творческий отпуск. То есть отпуск, когда я занимаюсь творчеством. Вот. И вот я сейчас, можно сказать, живу на 2 года, да? Вот сейчас 29-го улетаю, на неделю в Москве буду, потом прилечу, бандажтарды иштеп алам, тагын Москваға барам. Шундай слухи ходят, что у тебя начался кризис после того, как выстрелил тоже этногруппа Хомай. Ай, ол Хомай ма? Айола ма? Айола, инең басы, ярдарның исемдері Хомай, этой. Вот, Айола, когда выстрелила, у тебя какой-то начался депрессняк. Вот такие слухи ходят. Я это впервые слышу, конечно. Нет, на самом деле... Я тоже, кстати, впервые слышала. Я хотел тебя на пон взять. Думаю, что скажешь? Нету таких слухов, на самом деле. На самом деле, то, что Айола выстрелили, это очень круто. Вот это первая башкирская группа, которая вот на такой масштаб, именно вот Башкорт Сайерлаб, шундай масштабқа закқан бірінші группа. Дали даже уверенность, то, что это реально. Да, это и то, что этно-музыка до сих пор в тренде. Да, потому что когда я начинал в 16-м году, да, там Бадрустамага Экзатульмен Брига башлаганда, вот когда, например, я говорил, что вот этно-шоу буду делать, этно? Ты чё? Что за этно? Кімге керек ол? Бұрынғы кімге керек вообще? Керек ол тей тұрғанлар бетінде. Например, мен за 9 лет там больше 1000 концертов дали, 20 стран объехали, көп жерлерде дур-дур площадкаларда 50 мың, 2 мың болған дур-дур площадкаларда выступать. И я понимаю, что это круто, потому что сейчас люди возвращаются к корням, людям интересно изучать вот свое прошлое, шежерелерді. Это модно стало, между прочим, изучать шежерелер. И вот, например, я этномузыкой занимаюсь не потому, что там я этим просто занимаюсь там, вот ақсаштар а у меня ұқсай.
Поднять руки наверх. Попрыгаем. Давай, давай. Еще покричи. Теперь 2 раза громче. Поем. Шакшарулет. Biz вообще-то Дорогинскийлар инам қарсы. Biz вообще-то Дорогинскийлар. Biz бітірілі бұтылар да Шакшинскийлар дейді. Буква «ы». Смотрите, как показывают «ы». Это сложный «ы». Буква «ы». Так, смотри, «ы». Должно бы получить «ы». Так, «ы». Ну, а как же? Бunda какой-то bir oyun oynuyorlar смешной. Твердый знак, давайте. Мощный. Сразу видно. Твердый знак. Твердый знак. Вообще не твердый знак. Не мечтал трогать. Твердо решили быть вдвоем. Хаден пойдет К. Кыргызстан Тукайна Карабаха, точно. Буква К. Самый похожий К получит главный приз. Так, К. Так. Это что, К, что ли, Альберт? Паша? Так, давайте, уважаемые, чем занимаетесь? скажите, пожалуйста, самый похожий К. Прошу вас. Это только Альберт может придумать такую букву. Прикиньте, но не каждый достар на самом деле киля шакшага. Шакшана ведь яхнем чигитидер. И не больно-то артисты любят сюда приезжать. И прикиньте, Зайнидин единственный артист, который согласился приехать на Шакшага. Представляете, ма? Карагнал достар, Зиля, родительница, это самый активный. Меня баягдан берейта. Давайте Зайнидин алыстырақ бір темный орынға апарады, шунда фото түсіре алып. Прикинь,
пока біреуде көрмей, біреуде жоқ дейді. Біреу темный урында дейді. Что хотела делать, не знаю. Все, давай, түсірем қазір. Все, қатығыз. Мен видео түсірем де, шынан скринштеп жіберем менаға. Потому что как раз бұл вспышкама мотор. Давай, хватит енді туштарыңды нөйтірге. Бұнда ерің үйрекең, так, все. Болды? Еще раз ручки.